В начале заседания Кабинет министров принял распоряжение о передаче управлением капитального строительства материалов для модернизации электрических подстанций и сетей РУП «Черноморэнерго». Материалы закупались в рамках утвержденных государственных программ. Их стоимость более 100 миллионов рублей. Кроме того, УКС передаст «Черноморэнерго» оборудование на сумму 145 миллионов рублей. Члены Кабинета министров поддержали проект постановления об организации работы по составлению проектов законов о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2023 год. В соответствии с постановлением Министерству экономики поручено организовать разработку прогноза социально-экономического развития республики на 2023 год и представить на утверждение до 15 июля 2022 года индикативный план. Министерству финансов поручено на основе индикативного плана представить в срок до 1 октября 2022 года проект закона о республиканском бюджете на 2023 год. Еще один утвержденный проект – предоставление президенту Абхазии предложения о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет российских средств в сфере повышения зарплаты основным категориям работников госучреждений. Одно из таких изменений – соблюдение соотношения по количеству одновременно занимаемых ставок, а именно не более 1,5 ставки. Национальное трудовое законодательство прописывает об этом, но, как оказалось, при реализации, значит, этого законодательства мы все-таки не всегда соблюдаем это. Ну, это мягко сказано, совсем не соблюдаем. И пришлось дойти до этого, что в межправительственное соглашение это надо включать. Ну, полагаю, что эта ситуация коренным образом должна измениться в ближайшее время. Придется резко менять отношение к этой проблеме. Да, будет плохо, будет тяжело, но другого пути быть не может. У нас образовались отдельные лица, у которых 6, 7, 8, 9 бюджетных карточек. Принятие решения, конечно, руководством осуществляется для выплаты таких средств. Значит, недалек путь к Уголовному кодексу, тогда как отдельные звенья многих министерств и ведомств получают более чем низкую зарплату. Непосредственно руководитель получает 70 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч. А на том звене, о котором я говорил, и, кстати, оно является очень важным звеном, ковид нам это продемонстрировал. Сколько, Владимир Валерьевич? 4, 6. 4 тысячи, 6 тысяч. И мы хотели, чтобы они ответственно относились к своей очень важной работе. Так не бывает. К сожалению, это в Министерстве здравоохранения, в Министерстве просвещения, в спорте, в культуре. Дальше продолжать? Позаботьтесь, чтобы республика не терпела ущерб. Иначе эти деньги куда уйдут, Владимир Валерьевич? Но уже есть предложение, хотя оно пока стоит, как говорится, на обсуждении. Общий объем средств будет сокращен из российской финансовой помощи. И сумма какая, Владимир Валерьевич? 363. 363 миллиона. Миллиона рублей потеряет республика. Правительство приняло решение о повышении зарплаты основным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году. Повышение коснется работников, зарплата которых не достигает целевых значений средней заработной платы. Всего на эти цели предусмотрен 1 миллиард 600 тысяч рублей. Средства на эти цели есть. С учетом того, что мы только что сказали, с учетом оптимизации, надо достичь. 2022 год среднее целевое значение по педагогическим работникам должно достичь 25 186 рублей. Вот. Педагогических работников дошкольных учреждений 20 900. Дополнительного образования 22 тысячи. Преподаватели образовательных учреждений начального и среднего профобразования 22 900.
высшего профессионального 34 900, научные сотрудники 30, врачи 34, средний медицинский 20 300 рублей, младший медицинский 13 500, работники учреждений культуры, основной персонал 16 600 и работники, занимающие должность служащего социальный работник 14 500. На заседании были установлены цены на бланк лицензии для лицензирующих органов в размере 60 рублей. Кабмин одобрил проведение переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве между Министерствами сельского хозяйства Абхазии и Сирии. Соглашение также подпишут Минздрав Абхазии и Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ведомства будут сотрудничать в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На заседании был утвержден состав коллегии Министерства культуры. Кроме того, решением Кабмина бывший пансионат Джойквара передан в аренду инвестиционной компании «10 лет Победы». Продлен срок аренды Дома творчества имени Гулия. Впервые в аренду передан ныне нефункционирующий завод «Аргонавт» в городе Тхуарчал. С развалом Советского Союза никакая военная приемка, никакая военная продукция там не выпускается. Завод просто стоит все это время, фактически законсервирован. Он находится в ведении республиканских органов, Министерства экономики. Сейчас поступило предложение некоторых инвесторов сдать им долгосрочную аренду. Они там хотят организовать производство табачных изделий с условием, что в дальнейшем они, значит, организуют производство сырья для производства табачных изделий. Мы считаем, что надо поддержать с учетом экономической ситуации вообще в Тхуарчеле. Тхуарчалу надо помогать. И часто больше, чем другим. На заседании принято постановление о мерах по организации медицинской экспертизы временной нетрудоспособности медико-социальной экспертизы, в связи с чем были утверждены изменения в положениях о Министерстве социального обеспечения и демографической политики и Министерстве здравоохранения. В частности, постановлением предписывается Минздраву в срок до 30 августа представить на рассмотрение правительства порядок и условия признания лица инвалидом. Этим же постановлением Министерству соцобеспечения и демографической политики поручено в срок до 12 сентября учредить государственное учреждение для организации медико-социальной экспертизы, осуществляемой в целях определения степени утраты трудоспособности, причины и группы инвалидности. С новыми правовыми основами связаны три наших проекта, 2 постановления и 1 распоряжение, которые наделяют Кабинет министров полномочиями выстроить централизованную систему в данной сфере правового регулирования. Разделены полномочия по вашему поручению между Министерством здравоохранения, Министерством труда и социального обеспечения. Теперь у нас будет единая централизованная система и будет создано новое государственное учреждение. Пришлось комиссии так долго готовить эти предложения. Надеюсь, сумеем переломить ситуацию. Без этого не обойдется. Никак. При всей неприятности подобной процедуры. Если есть реальные данные о том, что человек болен, все эти действия абсолютно объективны, законны. Если человек здоров, у него документ о том, что он инвалид 2 группы, это очень плохо. Распоряжением Кабмина Государственной кадастровой палате переданы 4 автомобиля, приобретенные за счет средств инвестпрограммы. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.